Доброе утро, дорогие телезрители. Это телеканал Якутия-24, НВК Саха. Утро Якутии. На календаре уже 7 февраля. Понедельник, начинается новая рабочая неделя. И мы вместе с Катей просто рады эту неделю вместе с вами начинать. И всю неделю будем вас будить. Дарить хорошее настроение и настраивать на... Продуктивный, веселый, плодотворный день. В принципе, одно и то же слово, двумя разными словами сказал. Катерина Винокурова, Павел Танин. Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. Понедельник, пожалуй, самый важный день недели. Вот даже есть такая поговорка: как встретишь понедельник, так всю неделю и проведешь. Почему? Потому что в этот день с самого утра важно улыбнуться себе, настроить себя на какой-то позитивный день, составить планы все необходимые, да. Ну и, конечно, тогда вся неделя пройдет именно так. Ну, хорошая аналогия с Новым годом прослеживается, то, что как встретишь, так и проведешь. Имеет ли смысл тогда в воскресенье накрывать новогодний стол и встречать каждый раз понедельник как Новый год? Ну, этого мы не знаем. Если вы когда-нибудь так пробовали, пожалуйста, напишите нам, расскажите, действительно ли это работает. Да, у нас работает средство связи, это WhatsApp 8 914 273 4488. Также наша социальная сеть, мы есть в Инстаграме, _, Якутии. Пишите нам, если вас что-то волнует, если вы хотите задать какие-то необходимые важные вопросы, то смело пишите, не стесняйтесь. Ну, конечно же, не забывайте, что если вдруг выпуски нашей программы вы пропустили по тем или иным причинам, слишком поздно проснулись или, наоборот, слишком рано ушли на работу, то, кстати, говоря про второй вариант, у вас все равно есть возможность нас посмотреть. Есть замечательное приложение НВК Саха на смартфоны, скачивайте, смотрите. Ну а повторы всех выпусков всегда можете найти на YouTube, на нашем канале. Если вы сейчас сидите дома и недомогаете или болеете, мы, конечно же, вам желаем скорейшего выздоровления. А так, например, сегодняшний выпуск будет полезен для вас, потому что мы поговорим о постковидной реабилитации. Познакомимся также с гороскопом на предстоящую неделю и вообще будем говорить сегодня о здоровье много. Ну, здоровье – это очень важный аспект жизни любого человека. Но помимо этого поговорим и о хорошем. Почему я прям говорю, что о хорошем? Потому что вы когда-нибудь видели плохие, негативные предсказания астрологов, прогнозы астрологические? В общем, с прогнозом астрологическим на всю неделю для всех знаков зодиака мы сегодня также ознакомимся. Так, ну что ж, как мы уже сказали, как восстановиться, да, после ковида и восстановить, главное, свое обоняние. Очень часто такое случается, да? Но один из главных симптомов ковида, естественно, это отсутствие обоняния, пропадает оно, и я на себе это испытывал. Ну, в принципе, ничего странного. Ученым удалось найти способ восстановить обоняние после перенесенной коронавирусной инфекции. А помочь в этом может лазерная терапия, заявили специалисты. Эксперты отметили, что отсутствие чувствительности к запахам является распространенным симптомом COVID-19, который, как правило, проходит за несколько недель. В ряде случаев анасмия, именно так называют потерю обоняния, может оставаться у человека на более длительный срок. Ученые из Техасского университета считают, что это может быть связано с повреждением обонятельного эпителия, слизистой носа, если проще говорить. Регенерация клеток, по их мнению, должна помочь в подобных случаях, а бразильские же исследователи предположили, что фотобиомодуляционная терапия, основанная на использовании лазеров, светодиодов и широкополосного света, поможет восстановить обоняние. Причем у каждого из участников их эксперимента было отмечено улучшение в этом направлении, то есть позитивная динамика. Российские ученые также считают, что фототерапия для лечения анасмии является оправданной, однако призвали применять ее в комплексе с другими методами. Хотя потеря обоняния с новой разновидностью штамма ковида омикрон уже редко встречается, в любом случае постковидные осложнения отмечаются у многих. А вот какие постковидные осложнения чаще всего беспокоят якутян и где и как можно пройти реабилитацию? Об этом мы поговорим с нашей гостьей, которая подключается с нами по скайпу. Это Кюна Назарова, главный врач Республиканского центра лечебной физкультуры и спортивной медицины. Кюна Николаевна, доброе утро. Доброе утро.
Кирилла Николаевна, скажите, пожалуйста, какие наиболее, скажем так, распространенные постковидные симптомы, синдромы, на что чаще всего после перенесенной болезни жалуются якутяне? Ну, якутяне ничем не отличаются от других жителей Земли, скажем так, да. 6 октября 2021 года Всемирная организация здравоохранения, она детально описала признаки постковидного синдрома, куда включаются среди главных были названы одышка, повышенная утомляемость, нарушение памяти, частые сменяющиеся фазы ухудшения здоровья или улучшения, ну и так далее. Да? И хочу сказать, что в республике первыми на Дальнем Востоке в июле 2020 года на базе Абалахского отделения медицинской реабилитации было открыто перепрофилированы стационарные койки от 54 до 30 коек для больных, перенесших внебольничную пневмонию, обусловленную новой коронавирусной инфекцией. Далее мы его увеличили до 50 круглосуточных стационарных коек, и в ноябре 2020 года также открыли здесь, в городе Якутске, на улице Чайковского, 117/2, 30 круглосуточных коек. Также для пациентов, которые переболели внебольничной инфекцией, пневмонией. Какие симптомы можно назвать, да, которые будут показателями, что требуется реабилитация? Значит, тут градация какая, да? Те люди, которые перенесли болезнь в средней тяжелой форме, им нужно пройти постковидную реабилитацию на 100%. Да? То есть те люди, которые перенесли в легкой форме, они могут это сделать в домашних условиях. И у нас в республике за 2020-2021 год у нас прошли 2468 человек постковидную реабилитацию. И хочу сказать, что у всех отмечается улучшение состояния, да, то есть в каком они состоянии к нам поступали. И лечение проходит у нас от 12 до 14 дней. И какие хорошие результаты мы получаем в конце лечения. То есть все коллеги, которые работают в реабилитации постковидной по всему миру, они уже поняли мы работаем уже 3-й год, поэтому уже поняли, да, что это совершенно необходимое лечение. Вот один из распространенных, да, симптомов ковида, но опять же, да, сейчас с омикроном непонятно, тем не менее, это отсутствие обоняния, оно пропадает, восстанавливается. Тем не менее, у некоторых людей, может быть, даже у многих людей, после выздоровления, после уже отрицательного ПЦР, уже все, выздоровел человек, отсутствие обоняния, оно остается. Как долго оно может оставаться? Люди, конечно, переживают такой ситуации. Что можно сделать, чтобы его побыстрее восстановить? Вы знаете, Павел, что при поражении, так сказать, при ковиде, да, прямого поражения обонятельных нервов и луковиц не происходит. То есть оно будет восстанавливаться так или иначе. Да? Но это все очень индивидуально, потому что сейчас об этом очень много пишут, много статей выходит. В основном это от 2 недель до 3 месяцев. И 10% населения Земли у них до года происходит. То есть нету анасмии и так далее. Да? Что рекомендуют? Вы сейчас говорили про лазерное лечение. Это, конечно, самое кардинальное лечение. Но в наших методических рекомендациях прописано, что нужно делать ингаляции с различными маслами, да, то есть чтобы вызвать обоняние, да, разными запахами, вкусами, да, более вам знакомыми, возможно, да, какие-то эфирные масла, да? Да, эфирные масла использовать. Вот. То есть суть больше именно в стимуляции такой, скажем так, насильственно это слишком грубо звучит, в стимуляции именно нервов, обоняния, чтобы больше запахов, и они разрабатывали, скажем так, то есть так это примерно выглядит. Да. Кирилла Николаевна, возвращаясь к теме реабилитации, да, на что делается упор при проведении процедур в вашем центре?
Мгм. У нас вообще и в нашем центре, и в Российской Федерации мы работаем по временным методическим рекомендациям, которые было прописано Министерством здравоохранения Российской Федерации. А, И туда входит работа мультидисциплинарной бригады, да, то есть работают несколько врачей, врач по медицинской реабилитации, врач лечебной физкультуры, физиотерапии, мануальный терапевт, психологи, реабилитологи, да, и в результате этого решения подбирается каждому человеку индивидуальное лечение, дозированное, допустим, физиолечение, это магнитотерапия, различные вида лазер и так далее. Все зависит, какими симптомами человек поступает, да, потому что при COVID-19 мы уже понимаем, что вот как говорите, что человек может быть с анасмией, да, но есть у людей, которые больше кишечные расстройства и суставные и так далее, да. В основном это те, которые базово, какие хронические заболевания были у человека, то и поражается в основном. Поэтому тут очень индивидуальный подход. Это лечебная физкультура в первую очередь, использование системы цигун, дыхание Стрельниковой, разные стретчинговые упражнения, массаж обязательно дренажный, ингаляции, сухая углекислая ванна. Да? То есть у нас есть все оборудование, да, все специалисты, которые рекомендованы в этой методической рекомендации. Кина Николаевна, часто сейчас начали и дети болеть ковидом. Предусмотрена ли для детей реабилитация после заболевания? И вообще, куда нужно обращаться, чтобы на реабилитацию попасть? К какому специалисту? Терапевт ли это обычный участковый? Как или... записаться, да? Да. Может быть, заранее. Угу. Давайте начнем с детей. К сожалению, штамм омикрон начали болеть много детей, и на базе нашего учреждения мы открыли круглосуточный стационар. Это отделение детской медицинской реабилитации на 30 круглосуточных коек. Начали принимать буквально недавно, и дети начали уже поступать. Да? У нас тоже есть соответствующие базы, есть специалисты, и мы будем работать и помогать нашим детям. И дети поступают со своими ухаживающим, да, скажем так, это мама или кто с ребенком поступает, и они, как обычно, тоже переболевшие ковидом. Кира Николаевна, спасибо вам за подключение. Желаем вам здоровья, конечно, крепкого. И всем нашим телезрителям проходите вовремя реабилитацию, не болейте. Ну а далее мы прервемся ненадолго. Оставайтесь с нами. Это «Утро Якутии». Мы вместе с вами встречаем первый рабочий день этой недели. Самый плодотворный, самый радостный этот день будет. Ну а прямо сейчас мы спешим передать слово нашим коллегам из информационной службы. Валерия Наумова расскажет нам о последних событиях в республике и за ее пределами. Вы смотрите новости. Доброе утро. В заработной плате работников бюджетной сферы произошли изменения. Так, правительством республики было принято решение по проведению индексации заработной платы с 1 января текущего года на 3,6% с учетом уровня инфляции. Повышение коснется более 35 тысяч квалифицированных работников. Это ветеринары, агрономы, зоотехники, лесники, пожарные и иные сферы, а также общеотраслевые должности специалистов и квалифицированных рабочих профессий, в их числе бухгалтера, экономисты, инженеры, водители, машинисты, повара и другие. Современный высокотехнологичный кардиососудистый центр вскоре распахнет двери перед пациентами. Готовность объекта составляет 95%. В данный момент идут пусконаладочные работы и настройка оборудования. Проверил ход подготовки к предстоящему открытию первый вице-премьер республики Кирилл Бычков. Строящийся центр общей площадью более 15 тысяч квадратных метров должен стать головным учреждением единой системы кардиососудистой службы с четко распределенной маршрутизацией и комплексным подходом к лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Это на сегодняшний момент самый современный кардиососудистый центр на Дальнем Востоке.
Здесь применены и использованы все самые современные приборы, оснащение, медицинское оборудование, которое на сегодняшний день есть в мире. Вот у нас также здесь реанимационное отделение очень такое оснащенное и по самым современным медицинским технологиям. Ну и, конечно, есть большое количество чистых помещений, где будут производиться операции, в том числе и гибридная операция. То, что, в общем-то, у нас в республике таких услуг раньше не было. С февраля меры социальной поддержки, которые предоставляет Пенсионный фонд России, проиндексированы на 8,4%. Коэффициент индексации утвержден с учетом инфляции по итогам 2021 года. Так, материнский капитал на первого ребенка был увеличен на 40 646 рублей и теперь составляет 524 527 рублей. Также на 8,4% проиндексирована ежемесячная выплата инвалидам, ветеранам, героям Советского Союза и России и другим категориям льготников. В целях предотвращения распространения коронавируса Национальная библиотека обслуживает читателей только по предварительной записи. Так, в день в читальные залы допускается не более 150 человек. Для маломобильных граждан сотрудники Национальной библиотеки еще в прошлом году запустили проект «Библиомобиль», в рамках которого они 2 раза в месяц разводят книги и журналы по адресам. Всего состоялось более 100 таких выездов. Помимо этого, читатели стали широко пользоваться услугами электронной библиотеки. Так, за прошлый год ее посетили около 1,5 миллиона читателей. Во-первых, мы должны сделать таким образом, чтобы на сайте любой библиотеки Республики Саха-Якутия появилась своя электронная библиотека. Причем это не значит, что там будет развернута инфраструктура по сканированию, да, специалисты. Может быть, на местах у некоторых библиотек с этим есть трудности, но мы сделаем с помощью программных интерфейсов, сделаем так, что наша электронная библиотека будет интегрироваться на сайте других библиотек. Следующий момент – это значит, мы должны поработать над рекомендациями для наших читателей, которые будут составляться в автоматическом режиме с помощью нейронных сетей. Мы еще должны поработать по поводу вопросы распознавания, да, якутского текста, очень остростоящие вопросы. Тут мы будем использовать систему машинного зрения, допустим. Спасибо коллегам. Ну а что готовит нам наступившая неделя? Что нам говорят астрологи? Эта неделя для овнов будет полна сюрпризов, но только от вас будет зависеть, как много их будет. Залечите свое тело и душу, иначе это не даст вам саморазвиваться. Гороскоп на неделю советует тельцам осуществить все задуманное в ближайшую неделю. Займитесь восточными искусствами. Они помогут открыть вас новое творческое начало. Дела будут валиться на близнецов с огромной скоростью, и только от вас зависит, сможете ли вы их решить быстро или нет. Повышение зарплаты может решить ваши финансовые трудности. Думайте перед тем, как что-то говорить, иначе вы наживете себе могущественных врагов. Гороскоп на неделю уверен, безбедную старость раком может обеспечить вложение, которое станет доступно на этой неделе. Не упустите свой шанс. Золото – это именно то, что может принести вам новые деньги. Новые люди смогут привнести в вашу жизнь много новых денег. Львы, настроение сейчас будет сильно меняться в течение всей недели. Не срывайтесь на детях, они не виноваты в том, что вы устали на работе. Не жалейте денег на новые покупки. Они повысят ваше настроение и работоспособность. Карьерный рост и прибавка неизбежна. Думайте о деньгах, и они к вам придут очень скоро. Счастье скоро постучится в вашу дверь, так что будьте начеку. Девы, как утверждает гороскоп на неделю, жизнь наполнит вас смыслом. Не бойтесь рассказывать свои тайны друзьям и коллегам. Они будут держать все в тайне. Обратитесь к начальству, и вы сможете решить часть проблем, которые накопились в течение последних лет за работой. Новые перспективы откроются перед вами совсем скоро. Принимайте решения, опираясь только на собственное мнение. И помните, дом – ваша крепость. Весы. Излишнее сокрытие в себе различных тайн может стать испытанием для психики. Купите автомобиль и любое транспортное средство. Сейчас наилучшее время для такой покупки. Сходите к психологу, он поможет решить вам старые проблемы. Звезды и солнечная энергия даст вам энергию, которой хватит до конца года. Но только вам решать, как ею распорядиться. Не рискуйте чужими деньгами, иначе придется отдавать с процентами.
По мнению гороскопа, на неделю скорпионов ожидает повышенный интерес со стороны начальника. Коллегам будет интересна ваша личность, постарайтесь мыслить позитивно, и все пройдет. Профессиональные проблемы могут дать карьерный рост. Решение финансовых проблем совсем рядом. Аккуратнее на природе. Вода может сейчас вам навредить, держитесь подальше от рек и озер. Сейчас стрельцы воспользуются своим творческим потенциалом на все 100%. Перед вами встанет весьма оригинальная задача, решить которую будет возможно только нетрадиционным способом. Примените всю свою находчивость, обратитесь за помощью к друзьям или коллегам. Работоспособность козерогов будет бить рекорды. Новые проблемы будут решены. Не бойтесь чего-то нового. Это явно стоит того. Успех совсем рядом. Удача сейчас будет с вами, но все же нужно думать головой. Берегите ваши сбережения от кражи. Отношения с противоположным полом перейдут на новый уровень. Бойтесь неудач, они могут вывести вас из себя. Водолеи. Учитесь решать все вопросы быстро. В таком случае вы сможете завоевать доверие коллег и начальника. Подработка вам сейчас нужна как никогда, иначе ваше финансовое положение станет хуже. У рыб сейчас самый интересный период жизни. У вас есть возможность поменять абсолютно все в вашем мире. Научитесь чему-то абсолютно новому. Это будет отличным выходом из трудной ситуации в будущем. Долги будут прощены. Вопреки всем, проведите время на природе с родными. Легкое недомогание в начале недели может немного испортить настроение, поэтому проследите за своим здоровьем. Седьмое февраля на календаре. Всем доброе утро. Ну, пить хочется очень сильно. Да, сегодня, кстати, отмечается очень такой необычный праздник, посвященный одной очень важной вещи, что интересно. Причем важная вещь, она не применяется нами повседневно, но в очень нужную минуту она может спасти и жизнь, и ваше имущество. Да, это день Огнетушителя. да. Да. И более подробно о его истории его возникновения узнаем в нашей рубрике. На календаре 7 февраля. Сегодня отмечают день рождения огнетушителя, день полетов на Луну, день российского бизнес-образования, день балета, день отправки открыток друзьям. По народному календарю в этот день почитают память архиепископа Григория Богослова. По народным традициям в этот день принято совершать хорошие дела, а также вспоминают и благодарят людей, которые совершили хорошие поступки. Среди торговцев принято носить с собой заговоренный кусочек сахара. Это должно принести удачу в коммерческих делах. В этот день нельзя ссориться, осуждать и говорить плохие слова о других людях. Нанесенные обиды запомнятся надолго. События в этот день. В ходе монголо-татарского нашествия на Русь осадой была взята столица Владимира Суздальского княжества, город Владимир. По указанию императрицы Екатерины II город Порт-Хаджибей переименовали в Одессу. Император Александр II подписал указ об учреждении главного общества российских железных дорог. Впервые в Советском Союзе на палубу корабля сел летательный аппарат вертолет К-10. С космодрома Байконур осуществлен запуск советского пилотируемого космического корабля «Союз-24». В 2014 году в городе Сочи открылись 22-е зимние Олимпийские игры. В этот день родились Чарльз Диккенс, английский писатель, романист, классик мировой литературы. Олег Антонов, советский авиаконструктор, академик. Дитер Болен, немецкий певец, музыкант, продюсер, участник группы Modern Talking. Анита Цой, российская певица, телеведущая, заслуженная артистка России. Эштон Кутчер, американский актер, ведущий и продюсер. Именины сегодня отмечают Филипп, Феликс, Степан, Петр, Дмитрий, Григорий, Вальдемар, Владимир, Виталий, Борис, Анатолий, Александр.
В этом году Якутия отмечает знаменательную дату столетия образования ЯССР. Да, фактически столетие образования государственности. И краеведы, энтузиасты, они решили в такой необычной форме с прошлого года, с 2021, преподносить историю родного края. Они по городу Якутску организовали фактически живой такой квест, экскурсию, скажем так. И летом, осенью люди, жители, гости столицы принимали участие в этих походах и поняли, энтузиасты, что да, людям это нравится, и в этом году они даже хотят расширить географию этих походов. Вот по историческим местам Якутска прошлась наша коллега Ирина Григорьева. Звук валдайского колокольчика когда-то очень давным-давно он раздавался в наших якутских степях. Работник музея Светлана Иванова перелистывает страницы истории родного села. Табага, как первая почтовая станция Иркутско-Якутского почтового тракта, была основана в 1743 году. Именно здесь более 2,5 веков несли службу государевы ямщики. Иркутско-Якутский тракт протяженностью более 2000 километров действовал круглый год, а зимой путь прокладывался по льду реки. По нему ежегодно ездили тысячи людей. Одни по государственным делам, другие по делам торговли и промысла. Тут указано, что по этому тракту проходили декабристы, буржуазные демократы, да, то есть присутствовали, проезжал Чернышевский, Короленко, Пекарский, Ионов. Многие из них оставили потомкам особый след, свои воспоминания. В 1854 году писатель Иван Гончаров, автор «Обломова», возвращался из кругосветного плавания на фрегате «Паллада» через Якутск и был впечатлен суровым северным краем. Пока я ехал по городу, на меня из окон выглядывали ласковые лица, а из-под ворот – сердитые собаки. Вот гостиный двор, довольно пространный, вот и единственный каменный дом, занимаемый земским судом. Я ехал мимо старинной, полуразрушенной деревянной стены и нескольких башен. Хотя уже в художественной литературе XIX века уже звучала тема Якутии, надо отдать должное великому русскому писателю Ивану Александровичу Гончарову, который изложил свои впечатления о Якутии в своих путевых заметках. Понятно, что он был здесь не ссылки, он возвращался из кругосветного путешествия, поэтому он ехал домой, в Петербург, у него было совсем другое настроение, он знал, что его никто не заставит тут сидеть годы и годы, но этот человек, как никто, и прошли десятки лет, и, наверное, никто так не написал, пока не приехал, допустим, Евтушенко. Математик по образованию Лада Евсеева часами может рассказывать о писателях, в чьих произведениях упоминается Якутия. Некрасов, Лермонтов, Короленко, Глазков, Бродский, Евтушенко. Признается, простое увлечение историей переросло в любимое дело. Вот уже несколько лет Лада проводит пеший тур с элементами квеста по историческим местам города Якутска. Кто из якутян переписывался со знаменитыми писателями? Кто из великих русских поэтов воспевал Якутию в своих стихах? А кто из сильных декабристов называл Якутск скучным краем? Пешие прогулки с Ладой Евсеевой – это всегда познавательно и интересно. Появилась целая группа, как мы их называем, прогульщиков. Это любители как раз исторических прогулок, которые приходят на все новые прогулки. Собственно, ты для них все и делаешь, да? И оказывается, тут гулять не перегулять. По тропам памяти энтузиасты проводят пешие прогулки по 10 направлениям. От Острога до университета, маршрут «Живая бронза», геологическая прогулка, тюрьма и ссылка, ангелы и милосердие и музыкальная экскурсия о театральных деятелях. Каждый маршрут Лада Евсеева вместе с историком-краеведом, соавтором прогулок Виктором Борисовым продумав до мелочей. Недавно они выиграли грант Фонда культурных инициатив и сейчас разрабатывают новый променад-прогулкой с иммерсивными спектаклями. Сразу, как изначально этот проект появился, исторических прогулок, да, мы его назвали «Квест-экскурсии». То есть я говорю, что мы всегда предупреждаем: ребят, это не монолог. Мы не будем сейчас говорить: посмотрите налево, посмотрите направо. Мы всегда задаем вопросы. Авторы проекта признаются, даже старожилы Якутска открывают свой город с новой, с неизведанной стороны. Экскурсии посещают в основном горожане среднего возраста. Иногда приходят семейные пары, но молодежи пока мало. Авторы проекта не отчаиваются. Своим энтузиазмом и энергией они разжигают интерес и побуждают слушателей уже самим искать ответы в книгах и энциклопедиях. Ирина Григорьева, Григорий Николаев, Табага, Якутск.
Бодрого, доброго утра всем, кто к нам присоединился. Сегодня мы много говорим о теме здоровья, а именно о постковидном восстановлении. Как говорят врачи, лечение варикоза на сегодняшний день как никогда стало очень актуальным. А все потому, что организм, перенесший коронавирусную инфекцию, больше всего подвержен стремительному развитию варикозного расширения вен. Да, при этом современное лечение варикоза без сложных операций, это уже как бы не какой-то миф, это действительно вещь, которая существует в нашей жизни, и теперь она доступна жителям Якутии. За 60 минут без боли, разрезов и наркоза пациенты клиники варикоза «Нет» прощаются с многолетним дискомфортом и всеми последствиями варикозной болезни. Для достижения этого результата специалисты клиники используют экспертное высокоточное медицинское оборудование и прогрессивную методику лечения. Под местной анестезией делается прокол безболезненный, пациент в сознании лежит, проводится эндовазальная лаженная коагуляция, то есть вводится в вену световод, простыми словами прижигание вены, больной вены. Прижигается все это дело, и все это дело склерозовитурус рассасывается в будущем. Также пациенту предоставляется комплексное комфортное лечение и полугодовое сопровождение. Сдача необходимых анализов и обследований проводится непосредственно в клинике, а после операции пациенту выдается трикотажное послеоперационное белье. Борис Троев – пациент клиники. Очень долго не мог решиться на лечение варикоза, думая, что устранить недуг можно только вытягиванием вен и с помощью общего наркоза. Борис работает в навигации, работа на ногах, и возможности на долгую реабилитацию нет. Когда узнал о прогрессивном методе ликвидации нездоровых вен путем лазерной хирургии, сразу обратился в клинику. Очень вены были сложные у меня, закрученные были. Особенно вот в одном месте такая шишка образовалась, аж вены там закрутились, понимаете, вот. И как бы кровь не проходила, тяжело было. Значит, ночами судороги, конкретные судороги по несколько раз. Постоянно ноги замерзали. Земля и небо сейчас стало. Я ночами уже не вскрикиваю, не поднимаюсь, не беру вот эти зубочистки, не тыкаю по ноге вместе с женой. Да невозможно было. А те вены, которые спали сплошные, они исчезли, их не стало. Все уже, как в сказке. Прежде чем решиться на лазерную операцию, требуется пройти консультацию у высококвалифицированного специалиста, так как имеются противопоказания. Первым тревожным звонком о том, что надо обследоваться у врача-флеболога, является тяжесть в ногах, отек ног, реже судороги. Выпирающие вены на ногах, сеточки, тяжесть на ногах, судороги в вечернее время периодические, трофические какие-то кожные изменения на ногах в виде трофических язв, трофических вот этих пигментных нарушений. В клинике сейчас действуют различные акции и выгодные предложения. Варикоза нет – это федеральная сеть клиник по всей России с учебными центрами в Красноярске и Новосибирске, где наши врачи постоянно обмениваются опытом с ведущими хирургами-флебологами по всей России. Для наших новых пациентов мы подготовили подарок, который продлится в течение 5 дней. При записи администратору нужно будет озвучить промокод «Стоп варикоз». В этом случае первичный прием хирурга-флеболога и УЗИ обеих ног составит 800 рублей. Звоните прямо сейчас. Обратиться в клинику и воспользоваться специальным предложением вы можете по номеру, выведенному на экране. Марферина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. Вот варикозу, к слову, подвержены не только люди, которые ведут малоподвижный образ жизни, а и наоборот, кто активно занимается спортом, танцами, балетом, например. Кстати, вот сегодня как раз отмечается День балета. О, ни за что не скажешь, да, глядя на артистов балета, что они страдают какими-то недугами, да. Вот сейчас мы узнаем у нашего гостя, руководителя балетной труппы театра оперы и балета, балетмейстера, заслуженной артистки России и Республики Саха-Якутия Екатерины Тайшиной. На что идут артисты балета ради своей любимой профессии? Екатерина, здравствуйте. Доброе утро. До связи с вами мы вот как раз обсуждали тему варикоза, то, что не только малоподвижные люди подвержены этому, люди, которые активно занимаются чем-то, в том числе как раз-таки танцы, тоже получается, подвержены очень сильно этому недугу, скажем так. Чем же приходится жертвовать звездам, артистам балета, чтобы как-то справляться с этим делом? Наше искусство
но такой же травматичный, как и спорт. И с детства нас приучают заботиться о своем теле, при этом всегда быть в физической форме хорошей. И травмы — это как раз-таки это то, что нас всегда преследует в течение всей нашей карьеры. Поэтому для нас очень важно беречь себя, вести здоровый образ жизни и стараться не заниматься какими-то видами спорта, чтобы, ну, понимаете, да, чтобы наше тело было здоровым, нам надо меньше нагружать его. Ну, вот, с одной стороны, здесь кажется, что спорт и, наоборот, физическая активность — это хорошо, но, опять же, работает система, что все должно быть в меру. Правильно, конечно, все должно быть всегда в меру, с умом и с расстановкой. Екатерина, скажите, да, сейчас вот в режиме пандемии как работает труппа, над какими проектами? Поделитесь. Да, сейчас в данной ситуации у нас репертуар идет в онлайн формате. Балеты, спектакли, концерты вы можете зайти на сайт театра и посмотреть, какой у нас сейчас репертуар, и смотреть их онлайн. Также мы сейчас готовимся к премьере нового балета «Дягилев сезоны». Двухактный спектакль. Автор идеи и режиссер Сергей Сергеевич Юнганс, хореограф-постановщик из Перми Алексей Расторгуев и художники по декорациям, по костюмам и по свету из Екатеринбурга. Сейчас мы вовсю готовимся к премьере, которая пройдет у нас в городе Тюмень в марте, уже на гастролях. И зритель может увидеть премьеру в апреле, 29-30 апреля. Ага. Это в Якутске, да? Якутский зритель? Якутский зритель, да. Вот в последнее время часто в театре ставятся спектакли с одновременным участием артистов и балета, и оперы. Вот какие-то, может быть, новые горизонты, скажем так, открывает этот формат для дальнейшего развития? Интересен ли он? Я думаю, что все новое — это всегда интересно. Хочется пробовать и экспериментировать. Я думаю, что и зрителям, не только нам это интересно, но и нашим зрителям. Но вот премьера «Дягилев сезон» — это будет балет двухактный. Ага, только балет. Екатерина, осенью театральная труппа побывала на гастролях в нескольких городах России. Расскажите об этом опыте и планируются ли еще впереди поездки? Да, в сентябре мы съездили на большие гастроли. Мы побывали в 4 городах Поволжья. Это Казань, Уфа, Йошкар-Ола и Уссурийск. Спектакли повезли, такие спектакли, как «Лебединое озеро», «12 стульев», «Калейдоскоп иллюзий» и детский спектакль «Чиполлино». Оценили очень высоко нашу балетную труппу, нашу балетную школу, и они были очень удивлены, что наша труппа, наши артисты полностью состоят из нашего родного якутского хореографического училища, школы. А еще планируются поездки впереди? Да, у нас в марте будут такие же большие гастроли с марта по апрель месяц. И там же у нас пройдет премьера балета «Дягилев сезона». Это такие города, как Тюмень, Тобольск, Нижневартовск, Сургут, Ноябрьск и Муравленко. Вот говоря про хореографическое училище, вообще как часто труппа пополняется молодыми артистами? Балета. В данный момент наша труппа состоит из 58 артистов балета. К сожалению, мы не можем, так как штат у нас небольшой, мы не можем брать всех выпускников. Раньше, если у нас каждый год выпускались, сейчас это через год, через 2, с перерывами через 3. И сейчас уже выпускники, они не только в нашем театре работают, но и по всей России.
Екатерина, вот знаем мы, да, что известная не только в Якутии Карина Чекитова, которая выжила в условиях тайги, мы знаем, что она сейчас берет уроки у самой Илзи Лиепа, да? Учится в хореографическом училище. Вот вы хотели бы видеть ее как балетмейстер в составе вашей труппы? Нашей школы балетной. И вот недавно она съездила действительно и, ну, как не попала на нескольких уроков у Илзы Лиепа, как стажировка. Сейчас я ничего сказать не могу, потому что она еще ребенок. Мы будем смотреть, как она будет расти и развиваться. Конечно, мы за ней следим, как и все в нашей республике. А вообще, какие качества требуются человеку, да, артисту, чтобы вот попасть в труппу? Понятно, что это какая-то подготовка, но помимо этого, вероятно, какие-то именно человеческие качества присущи должны быть определенные. Конечно, обязательно. Я прежде всего, как руководитель, смотрю на трудолюбие. Это очень важно в нашем балете. Дальше ответственность. Все-таки, так как у нас профессия творческая, человек должен быть артистичным, должен любить играть, должен любить не только себя в искусстве, но и само искусство, балет. Спасибо, Екатерина. Мы вас, пользуясь случаем, поздравляем с профессиональным праздником, с Днем балета, успехов вам и нашей якутской труппе. Спасибо большое. Ну а прямо сейчас мы прервемся на небольшой перерыв, после которого вернемся и продолжим встречать этот день, 7 февраля, понедельник на календаре. Доброе утро, это «Утро Якутии». Мы вместе с вами встречаем сегодняшний день на телеканалах «Якутия-24», НВК «Саха». Катерина Видокурова, Павел Танин. За 40 с лишним минут ничего не изменилось, мы все здесь. Также ничего не изменилось с новостями. Также Валерия Наумова сейчас поделится с последними событиями. Доброе утро, в эфире новости. Министерство сельского хозяйства выделит более 12 миллиардов рублей на поддержку производителей хлеба и животноводов молочной отрасли для обеспечения стабильных цен на продукцию. Ведомство планирует оказать прямую поддержку хлебопекарным предприятиям, предоставив субсидии. На них собираются выделить 2,5 миллиарда рублей. В Минсельхозе сообщили, что резкий рост цен на молочную продукцию в этом году не ожидается. Возможно только ситуации, когда на отдельные товары будут предусмотрены цены из-за увеличения издержек. Персонал центральных электрических сетей «Якутскэнерго» ежедневно ведет работу по технологическому присоединению к электрическим сетям. Электромонтеры служб кабельных линий работали на 111-м квартале города Якутска. Специалисты подключили к трансформаторной подстанции жилой комплекс Билибино. Объект на 130 квартир строится в рамках проекта переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Отметим, что за весь прошлый год «Якутскэнерго» подключил к электрическим сетям 25 объектов. Это здания здравоохранения, образование, ЖКХ и социально-культурные учреждения, а также многоквартирные дома городского округа. Летний период времени подготовительные работы проходят, кидается кабель, подключается, восстанавливается и потом происходит подключение. Этот кабель был проложен летом, сейчас он введен в работу. Ну, это не опасная работа, ну, сложная. Прокладка кабеля производится, во-первых, вручную, подключение подстанции, все происходит под напряжением. Распознавать и контролировать уровни защиты от наступления аварий и смертельных случаев на производстве смогут на руднике «Интернациональный». Начальники участков приходят обучение, о методиках им рассказывают приезжие эксперты. Система оценки критических рисков – важное направление для любого современного производства. Методика позволяет руководителю в короткий срок определить существующие опасности и избежать неприятностей на производстве. Вместе с экспертом компании «Технология безопасности» на руднике также обсуждали
узнавали, как наладить коммуникацию с подчиненными, что и как начальникам нужно требовать от горных мастеров. Рудниковый интернациональный у нас предприятие пилотное, поэтому когда мы некоторые методики обкатаем на Интере, мы потом впоследствии в этом году масштабируем это на другие производственные подразделения и на другие рудники. Юкагирский язык можно будет изучать через мобильное приложение. В Якутии разрабатывают программу «Музыкальный веселый букварь» на юкагирском языке. Как сообщила автор проекта Анастасия Курилова, букварь был задуман еще в 1991 году. Приложение включает в себя 40 стихов из букваря детского писателя Николая Курилова, на которые были наложены мелодии Екатерины Тымкыль, известного носителя языка и культуры тундренных юкагиров. Автор проекта отмечает, что людей, свободно владеющим юкагирским языком, очень мало, и что данное приложение призвано популяризировать этот язык. На этом у меня все. Хорошего дня. И еще одна новость. Стоимость первичного жилья в России в январе этого года увеличилась на 44% по сравнению с показателями прошлого года за аналогичный период. Средняя цена 1 квадратного метра в крупнейших городах страны составила 135 тысяч рублей. Между тем, в Якутске, по данным риэлторских фирм, цена квадратного метра жилья составляет от 125 до 150 тысяч рублей. И, как прогнозируют эксперты рынка, тенденции к снижению цен нет. В принципе, цены редко имеют тенденцию снижаться. При этом, несмотря на рост цен в Якутске, все равно ощущается нехватка именно квартир. То есть цены людей не останавливают. Недвижимость приобретается, и, вероятно, никакая цена этот процесс не сдержит и не остановит. Итак, мы заключили договор долевого строительства и радостно ждем, когда же наш дом ведут в эксплуатацию. Дом ввели, нужно принять квартиру. Нас застройщик известил, мы пришли, и что? И, как правило, не очень внимательно относимся к этой процедуре. Подписываем акт, получаем ключи, начинаем делать ремонт, и тут обнаружили множество недостатков. Претензии бывают существенные, то есть это существенные дефекты, которые сложно устранить, которые препятствуют пользованию жильем. То есть, допустим, у нас абсолютно в холодное время вдруг начал продувать стеклопакет. То есть мы принимаем квартиру, заходим в нее, а там ужасно холодно, все дует со всех щелей. Естественно, в таком жилом помещении жить невозможно. Это является существенным дефектом. То же самое касается серьезных трещин, каких-то некачественно установленной сантехники, возможно, отсутствие вентиляции. Это все те препятствия, которые позволяют нам не подписывать акт приема-передачи и сказать, что мы будем его подписывать только в момент устранения. То есть после того, как застройщик у нас устранит установленные нами сроки. Но сроки, естественно, должны быть разумные, в зависимости от серьезности дефектов. И только после этого мы подписываем акт приема-передачи. Если речь идет о несущественных недостатках, здесь мы отказаться подписывать акт приема-передачи не можем, потому что в таком случае застройщик может ставить односторонний акт приема-передачи, что нам не подходит. Поэтому в акте приема-передачи мы пишем, что мы его подписываем с разногласиями и указываем, что в ходе осмотра были выявлены следующие недостатки и перечисляем, что нам там не нравится. Может, где-то что-то поцарапано. Если застройщик своевременно не устранил требования, получается, приобретателя жилого помещения, тогда возникает неустойка. Поэтому, как правило, застройщики своевременно стараются устранить, потому что здесь уже включает свое действие закон о защите прав потребителей, и штрафные санкции достаточно существенные. Рассмотрим ситуацию, когда ничего не происходит. То есть и претензию написали, и сроки устранили, и уже даже неустойку рассчитали, а застройщик продолжает уклоняться. Но в таком случае нам необходимо обратиться в суд. И в последующем, даже если решение суда об устранении этих недостатков не будет выполнено застройщиком, то можно изменить способ исполнения решения суда путем уже выплаты компенсации. Собственник жилого помещения может сам устранить и сказать, что вот решение суда было не исполнено, поэтому прошу изменить способ исполнения путем выплаты компенсации. Желаем, чтобы ваша квартира была самой красивой, светлой, теплой, и у вас не было никаких проблем, поэтому будьте внимательнее. Что ж, купили квартиру, с застройщиками разобрались. Попили воды. Теперь встает вопрос ремонта. Да, это, конечно же, главная финишная черта приобретения своей жилплощади, если речь идет о ней.
И, в принципе, материалы подорожали. Делать ремонт и, в принципе, до этого было недешевым удовольствием. Тем не менее, всегда можно как-то изловчиться, придумать что-то, сэкономить и все-таки получить желаемый результат. Найти выход. Да, и в этом нам поможет наша коллега Полина Долинская. Ремонт квартиры – дорогое удовольствие, ценник на которое измеряется сотнями тысяч рублей. Зачастую же бюджет семьи ограничен, а помещения уже настойчиво требуют отделки. Нужно подобрать бюджетный, но добротный вариант, ведь дешево не значит плохо. Ремонтировать квартиру можно без значительных трат. Нужно выбрать правильные материалы и технологии. У кирпича нет никаких там таких жестких стандартов. Есть вот замечательная кладка елочка. Ее как в горизонте выкладывают, допустим, какую-то часть кирпича, и потом елочка вот так вот. Все на твою фантазию. Нет правил, нет стандартов. Я дизайнер, я так вижу, как хочу, грубо говоря, так и делаю. Какая должна быть стена при монтаже? Она должна быть отгрунтована или же можно, допустим, вот есть у меня дети, коты, которые сделали свое дело, изрисовали, порвали, поцарапали. В любом случае лучше прогрунтовать, чтобы сцепкость была материалов хорошая. Но если, допустим, ты монтируешь кирпич, и у тебя есть обои, ты хочешь, допустим, какую-то вот такую вот рамку из кирпича сделать, при этом оставив обои, да, ты можешь заходить на обои. Ну, допустим, там 3-4 сантиметра без проблем. Один из популярных стилей для отделки квартиры – это стиль лофт, который на первый взгляд не требует особых затрат и вложений в стройматериалы. Характерная черта этого стиля – небрежность и элегантная разруха, получить которую можно при использовании декоративного кирпича. Расходные материалы можно приобрести в строительном магазине, а также изготовить самостоятельно. Многие строители с удовольствием делятся обучающими видеоуроками. В эту самую секунду я себя чувствую просто каким-то поваром-кондитером. Вот вы можете видеть эти печеньки. Это результат нескольких дней работы. Именно производства того самого декоративного кирпича, который нам сейчас необходимо будет смонтировать. Красивый ремонт в квартире самостоятельно можно сделать при наличии опыта и навыков работы с инструментом. Самое главное, чтобы ремонт не превратился в долгострой, это, конечно, достаточное количество свободного времени. Каким бы увлекательным ни был этот процесс, друзья, имейте в виду, что ремонт, если вы его делаете самостоятельно, это очень энерго- и времязатратное предприятие, поэтому если вы располагаете должным количеством времени, то тогда, во-первых, у вас будет время и на исправление ошибок, если они возникают, а также для того, чтобы получить более эстетическое удовольствие именно от самого процесса украшения своей квартиры. Ну и вообще я рекомендую, друзья, это будет, наверное, личная рекомендация, старайтесь сделать его, когда вы располагаете временем, например, в отпуск. И помните, душа в доме важнее, чем сам ремонт. Ну а сегодня еще одна знаменательная историческая дата. В 2014 году в этот день в Сочи открылись 22-е зимние Олимпийские игры. А в эти дни любители спорта с азартом наблюдают за играми в Пекине. Да, между тем, большие панды в московском зоопарке представили предсказали итоги зимних Олимпийских игр. Животные сделали свой выбор и назвали страны, которые станут лидерами в общекомандном зачете. Чтобы предсказание было непредвзятым, предметы не заполняли никакими лакомствами. Дин-дин достались конусы с флагами Китая, Швеции, Нидерландов, России и Австрии. Жуи выбирал между Норвегией, Канадой, США, Швейцарией и Германией. Подумав немного, Дин-дин схватила конус с российским флагом и буквально заключила его в свои объятия. После этого она приблизилась к крайней игрушке в ряду, к которой был прикреплен флаг Китая, и прыгнула, повалив его на землю. Будем надеяться, что предсказания панд сбудутся, учитывая, что конус с нашим флагом она вот так миленько обняла. Приобняла, да. Ну, вообще прошли в пятницу минувшую открытие Олимпийских игр зимних. Представление было шикарное, потому что ставил его, между прочим, тот же режиссер, который ставил открытие летней Олимпиады в Пекине. Тем не менее, мне хочется посмотреть, какое будет закрытие, потому что я до сих пор со слезой скупой на своем глазу, или на левом, или на правом, вспоминаю закрытие Сочинской Олимпиады, когда весь мир плакал, так же, как в
когда была когда-то Олимпиада летняя в Москве, и улетал наш Мишка. да. Да, действительно, все плакали. На этом Ну, наш нам пока эфир- рано плакать, нам нужно Да. начинать новую неделю. Настраиваться, радоваться, обязательно улыбаться. Берегите себя, свое здоровье, своих близких. Не болейте.